заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, президент Республики Ингушетия 2002-2008 год, советник президента Российской Федерации. Вы знаете, вот меняются эпохи, меняется власть, происходит переоценка ценностей. Ну и вот любой человек, он так устроен, что он, начиная вот со школьной, а может быть и до школьного периода, школьный период, и студенческие годы, в его памяти врезаются и люди, и события, которые остаются на долгие-долгие годы. Я познакомился с Мусой Юсуповичем Дарсиговым. Это были студенческие годы, это была отчина Ингушетия. Это было удивительное время. И в моей памяти, как и в памяти нашего народа, я подчеркиваю, многонационального народа, тогда отчина Ингушетии, сегодня Ингушетии, Дарсигов Муса, он остался как человек, который сделал в свое время столько, что даже невозможно сегодня это оценить, потому что я уже как сказал, что происходит переоценка ценностей, и мы всегда по тем или иным заслугам оцениваем людей и смотрим, что дали эти люди, что дала эта эпоха по сравнению с своими предшественниками. Я имел такой, как и многие мои соотечественники, такой удивительно счастливые минуты общения с этим удивительным человеком. Это был период, когда вот, были избраны всенародные, я хочу подчеркнуть, народные депутаты СССР, и пришли вот, личности, которые не были обозначены, вот просто вы будете депутатом, а люди действительно были всенародно избраны. И один из них был вот, Муса Юсупович. Я хочу подчеркнуть, что это историческая личность. Это человек, который вот для нашего народа сделал очень многое. Я поэтапно скажу, но хотел бы подчеркнуть, самая главная его заслуга – это решающая его заслуга, и это в законе о образовании Республики Ингушетия. Он сделал очень многое, и, по сути дела, решающее было это его деятельность, это когда речь шла о законе о реабилитации репрессированных народов. Следует подчеркнуть, что этот закон касался не только ингушского народа, это касался закон 13 народов репрессированных, и все эти народы, они по сегодняшний день хранят память об этом выдающемся человеке. И для меня, конечно, это очень приятно. Это человек, который умел разговаривать, начиная от маленького ребенка, кончая таким самым большим профессором, человеком, которым, может быть, даже никогда он в глаза и не видел. И я могу сказать, что это был, и даже не хочется говорить, потому что он в памяти остался именно таковым в прошедшем времени, это такой большой интернационалист. Он всегда оказывал помощь представителям любой национальности, всегда человек, который умел разговаривать и никогда никакие вопросы не решал сгоряча. Вот как бы всегда он такой был основательный человек. Ну и нужно подчеркнуть, что вот высочайший профессионал в сельском хозяйстве – это человек, который вместе со своим народом в свое время прожил тяжелейшую жизнь. Он знал, что такое голод, холод, он знал, что такое депортация, лишение родины. И в нем это сидело, вот это вот чувство, это боль, чувство задетой такой несправедливости, чувство такого непременно, что должна восторжествовать правда, это в нем вот сидело, это все его существо было. Такой удивительно красивый человек, самобытный. Я помню, мы были на дне рождения такой творческой интеллигенции, учитель, заслуженный учитель был Российской Федерации.
И очень часто в тот период показывали заседания съезда народных депутатов СССР. И многие люди до 3, до 4 вечера под утро смотрели, и никто не уставал. Почему-то какой-то новый глоток. Но Муса Юсупович, он такой, хотя о мужчинах не говорят, он был такой внешне очень интересный человек. И вот эта учительница, которая была уже за 80 лет, человек, который такой с внутренней культурой, очень такой добрый, она все время смотрела этот эфир и все время говорила: посмотрите, какой красивый человек. И, конечно, я выждал момент, и она спросила, кто это. Я говорю, ну, он красивый, потому что он ингуш, и потому что он всенародно избранный. Я рассказал, кто это человек, и, конечно, она все время говорила: слушайте, удивительной красоты человек. Действительно, он был красив в поступках, в делах. И я вот, когда была у нас выборная кампания в Ингушетии, 2002 год, я приехал к нему. Мы с ним тоже посоветовались по этой ситуации, по предвыборной ситуации. Это была непростая, это были всенародные выборы. В регионе, в нашем регионе, в Северокавказ, по сути дела, на юге нашей страны, такого количества кандидатов не было никогда. И, конечно, это было такое непростое. Ну что, я очень хочу, чтобы ты шел на выборы, я буду поддерживать. Ну и мы собрались вот в вашем селе, его селе, это мы в народе его называем Корл-Солхоз, там есть у него другое название. И мне очень было интересно наблюдать, хотя я много о нем знал и до этого общался, мне очень было интересно наблюдать взаимоотношения вот соседей, родственников в селе. Он никому никогда не навязывал мнение. Он никому никогда я чувствовал, что даже взгляда не было такого, чтобы где-то недоволен. Если он понимал даже, что человек говорит не то, что нужно, не то, что есть на самом деле. И односельчане, они привыкли, что он приезжал со съезда народных депутатов, не просто рассказывал там, как там в Москве красиво, там, где какая площадь там, где там какие магазины. Он всегда приезжал с результатом каким-то, с конкретным результатом того, что нужно народу, с тем, что нужно республике. И людям очень интересно было слушать его всегда. Он такой очень такой народный депутат был. Вот я это хочу подчеркнуть. Я помню еще момент, когда первая такая оттепель, когда возвращались незаслуженно забытые имена. Он мне рассказал, как он читал дело Идриса Зязикова. Это человек, который был основателем ингушской государственности, первый секретарь ингушского обкома партии, репрессированный. И когда он, я помню, мне это рассказывал, он один из немногих ингушей был, кто в силу его должности депутатской, в силу того, что он имел право ознакомиться с этими материалами, хотя это был прекращенный следственный фонд, но тем не менее, и он реабилитирован был, тем не менее, и когда он рассказывал, как он читал это все, у него, я помню, не просто влажные глаза, у него слезы стояли на глазах, и он в глазах, и он это говорил, с другой стороны, и с радостью того, что уже республика у нас практически уже на подходе, что мы будем возвращать самые лучшие традиции, что мы вернемся к памяти предков, что мы сделаем все, чтобы такое чувство общенациональной гордости, чтобы оно как бы всегда мы это чувствовали. Я прошу вас, народные депутаты, поддержать не том, что мою проблему, месхетинскую, немецкую. Да и в этом зале ни одного человека нет, чтобы не пострадал, чтобы репрессий не было. Зачем не выступающий президент или другой? Надо задевать, уважаемый Михаил Сергеевич. Вас люди уважают. Вы должны... Это вопрос. При выступлении обязательно надо говорить, а вы никогда об этом не говорите. Редко говорите. У меня все. Я прошу, извините меня, конечно. Но прошу вас, поддержите репрессивный народ, поддержите, чтобы этот вопрос решился. Раз навсегда надо покончить.
это был период таких митингов, большого количества людей, вот, когда... И он выходил на аудиторию, он выходил на любой, в любой класс школьный, он на любой митинг приходил, и всегда его слушали завороженно. Я помню еще такой, это был съезд, 89 год, 9-10 сентября в Грозном. Я считаю, что этот человек, который навсегда в памяти ингушей, в памяти народа нашего останется как один из самых лучших ингушей. У нас в ингушей говорят «мехкунах», то есть это высшая оценка. Мехкво говорят, сын народа, самый лучший мужчина среди нашего народа. Он один из тех, он воспитал прекрасную семью, он очень много передал своего опыта жизненного, сельскохозяйственного опыта, управленческого опыта, не только в семье, но и многим односельчанам, очень многим людям, которые и по сегодняшний день его просто боготворят. И проходит время, кто-то говорит, у кого-то больше, меньше заслуг. Но я, как человек, который, я хочу подчеркнуть, всенародно избранный, я хочу подчеркнуть, что вот это один из самых выдающихся ингушей, это один из самых лучших граждан России, это один из самых добрых и очень порядочных людей, это действительно гражданин мира. Вот даже если задаться целью, я не помню, чтобы он кого-то в жизни обидел. Вы понимаете, это можно иногда словом, иногда делом, иногда просто вот как бы невнимание может человека вот как бы задеть. У него этого не было. Наоборот, помогал. И еще меня удивляло всегда, вне зависимости, там, какой бы там начальник не был, там, я знаю, как он разговаривал с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, я знаю, как он с Лукьяновым общался, я знаю, что с Нишановым. Он мог вот просто подойти к самому большому руководителю, это обычно не принято было, подойти и на простом таком человеческом языке, на простом народном понимании с ними переговорить и обрисовать проблему народа. Это, конечно, Муса Юсупович, это, Нарсигов, это для нас огромная потеря. Конечно, мы бы возвращались бы и хотели бы еще раз с ним общаться, иметь его вот эту мудрость, которую он говорил на обычном языке. И проходит время, и вот человек любой, не обязательно быть руководителем, не обязательно заниматься там большой общественной деятельностью или там большой управленческой деятельностью. У любого человека проходит как бы период осмысления, и я могу сказать, что это один из самых выдающихся людей, с кем мне посчастливилась судьба общаться и брать жизненный опыт. Это вот такой человек был. И еще хочу сказать, что мы старались восстановить незаслуженно забытые имена. Он не нуждается ни в чьих характеристиках, он абсолютно человек, который был. И сегодня вот можно назвать с таким именем, с такой фамилией человека, их может быть много, но всегда все говорят, вот Муса Нарсигов, это знает кто-то, это знает от мала до велика. И буквально мое первое такое мероприятие было, я хочу вернуться к предыдущему нашему разговору, мое такое первое мероприятие на стадионе, мы вручали награды, мне посчастливилось, я очень много и к званию Героя Российской Федерации людей представлял, и сам вручал очень много наград и всевозможных. Но вот та награда, которую, как только в первые дни я пришел, это орден за заслуги перед, вот это было одно из самых для меня приятных таких вот вручений наград. Наградить депутата Верховного Совета СССР последнего созыва
общественного деятеля Дарцигова Мусу Юсуповича. Человеку, который действительно... И меня, конечно, поразила вот его скромность. При всем при том, это человек, который, ну, представьте себе, это человек, который огромным уважением. И вот есть люди, которые, как бы они говорят, и то, что они говорят, они считают, что это последняя инстанция. Может быть, даже иногда и они и правы. Он так не делал, он так не говорил. Он всегда говорил, а вот было бы правильно, если вот так вот сделать бы. Было бы вот целесообразно, если бы мы вот поступили бы вот так вот, и это, от этого было бы всем бы польза, и тем более народу. Вот мое глубочайшее убеждение в том, что этот человек, он как-то не жил для себя, причем при том, что у него прекрасная семья из очень древнего, знатного, очень красивого рода, из очень хорошей фамилии, и прекрасная семья, я еще раз хочу подчеркнуть, которые нашли, дети, которые нашли вот свое место в жизни, они пользуются огромным авторитетом, эти люди, и дети, которые могут гордиться. Вот, вот есть люди, которые подчеркивают свою там значимость, должность, там, могут даже дойти до того, что там сказать, вот я самый важный, мое мнение очень важное, почему? Потому что я там родился в среду или во вторник. У него этого не было. Он всегда говорил, и, как правило, всегда говорил по делу, конкретно, и всегда это ставил этот вопрос на обсуждение, и в конечном итоге получалось так, как вот тут говорит. Поэтому я хочу сказать, что вот светлая память о Мусе Юсуповиче, она останется всегда в наших сердцах, в памяти нашего народа. Это один из тех людей, который всегда будет приводить в пример и молодежи, да и равняться на него будут именно наши люди. Вот единственное, что, конечно, жалко, что среди нас его сегодня нет. Я считаю, что вот повсеместно в школах, учебных заведениях наших, дошкольных, школьных учебных заведениях, ну и республика должна обязательно отметить этот славный юбилей 80-летия Мусы Дарцигова. И я считаю также, что мое глубочайшее убеждение, многие на федеральном уровне, и депутаты, бывшие народные избранники, значит, депутаты СССР, Верховного Совета Российской Федерации, эксперты, политики еще скажут о нем очень многое. Ну и очень важно провести такой всенародный праздник в памяти об этом выдающемся человеке. Это очень важно не только для нашего народа, не только для нашей юга России, но и в целом для повседневной сегодняшней нашей такой политической жизни. И это будет очень важно.